Вопросы транспортной доступности для жителей Коми. Эта тема стала главной в общественной приемной главы республики. Сначала здесь прошла прямая линия. На вопросы жителей ответили специалисты дорожной отрасли. А после собравшиеся обсудили доклад Вячеслава Гайзера. Вопросам строительства и содержания дорог, а также проблемам и перспективам развития транспортной доступности в нашей республике он уделил большое внимание. Любовь Лапина продолжит. На прямой связи Сосногорск. Местные жители возмущены. С 26 мая РЖД планирует отменить поезд Сыктывкар-Троицко-Печорск. А летом им очень на машинах, на автобусах очень трудно добираться, потому что как раз проходит дорога федеральная Ухта-Троицко-Печорск, там 40 километров, как бы очень тяжелый для проезда. Представитель Республиканского министерства развития промышленности и транспорта успокаивает. Вопрос уже на контроле правительства. Мало того, есть даже решение этой проблемы. Правительством Республики Коми принято решение о переводе данного поезда в категорию пригородного сообщения. То есть на самом деле жители Сосногорска, Троицко-Печорска не почувствуют, не должны, по крайней мере, мы все для этого сделаем, почувствовать какой-то разрыв, какие-то неудобства. Всего за час на прямую линию дозвонились 20 человек, и почти все вопросы касались отмены железнодорожного сообщения. Вот, к примеру, звонок из Троицко-Печорска. Местные жители предлагают решить проблему кардинально, не надеяться на РЖД и строить автомобильные дороги. Представитель турагентства Коми Андрей Рашутин отвечает: мы сейчас этим активно и занимаемся. Ну, я вас хочу, так сказать, порадовать, но не сильно очень сразу порадовать. Значит, мы сегодня все средства, вы знаете, направляем на завершение нашей гигантской стройки Ухта-Печора, да, первый участок. Вот, значит, и в этом году мы распечатываем наконец этот вот наболевший наш кусочек, да, вот, и начнем работать, ну, скорее всего, к концу года, начнем работать вот в районе, знаете, там мостик такой гнилой есть, Леккем такой. Вот, да, вот с него мы начнем, значит, и к 2018 году мы закончим все эти несчастные 40 километров. Поверьте, они нам, наверное, в печенках сидят больше, чем у вас. Прошлый год для дорожной отрасли Коми стал рекордным. В развитие транспортной инфраструктуры республика вложила почти 9 миллиардов рублей. Был создан дорожный фонд. А главным объектом строительства стала трасса Сыктывкар-Нарьян-Мар. Значительные суммы пошли и на ремонт дорог и дворовых территорий. А в столице Коми впервые за 20 лет облагородили и тротуары. В этом году работы будут продолжены. Общий объем финансирования в 2013-м почти 5 миллиардов рублей. Будет завершен участок Керки-Вис, а значит, у жителей Сосногорского, Ижемского и Усть-Цилимского районов наконец будет круглогодичное автомобильное сообщение. В 2013 году объем финансирования на проведение работ капитальному ремонту и ремонту дорог запланирован в объеме почти 1 миллиард рублей. Планируется завершение ремонтных работ на автодороге Сыктывкар-Ухта, а также продолжение работ на опорной сети региональных автомобильных дорог, в том числе на автодорогах Сыктывкар-Усть-Кулом, Троицко-Печорск, Усть-Уса-Усинск, подъезд к селу Чухло. В 2013 году для осуществления дорожной деятельности в отношении муниципальных автодорог планируется предоставление субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам в сумме более 1 миллиарда рублей. Впрочем, только строительством дорог правительство не ограничится. Сейчас в Коми возрождают малую авиацию. Из-за небольшого пассажиропотока авиаперевозчикам это не особо интересно. И потому в прошлом году республика приняла решение взять внутренние авиаперевозки на себя. С этой целью для обновления воздушного парка Коми Авиатранса были приобретены 3 новых самолета. Уже в скором времени в Коми заработают следующие маршруты. Из Сыктывкара до Троицко-Печорска, в Уктыла, Кослана, Ижмы, Инты и Ухты. Из Ухты можно будет долететь до Ижмы, Вуктыла и Усть-Цилимы. Из Печоры до Воркуты, а из Усть-Цилимы до столицы НАО – Нарьян-Мара. С северными соседями свяжут нашу республику не только строящаяся дорога и авиация, но и речной транспорт. Сейчас как раз прорабатывается вопрос организации с Нарьян-Маром межрегионального водного маршрута. Любовь Лапина, Олег Костромин, телеканал Юрган.